Режим повышенной готовности продлен в Якутии до 14 июня. Указ подписал глава региона. Первый этап тотальной санитарной очистки прошел в столице региона. Дезинфекция продолжится сегодня и завтра. Единственная на северо-востоке России и самая северная в мире. Четвертьвековой юбилей сегодня отмечает Якутская балетная школа имени Аксинии и Натальи Посельских. Режим повышенной готовности продлен в Якутии до 14 июня. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Окончательные ограничительные меры касаются деятельности торгово-развлекательных центров, ярмарок, рынков и других сфер торговли и услуг. Также продлеваются ранее принятые ограничительные меры в части транспортных перевозок, межмуниципальных такси, автобусов и водного транспорта. В тех районах и населенных пунктах, где ввели режим полной самоизоляции, действует обязательный масочный режим в общественных местах. Алданские врачи широко практикуют онлайн-консультации. Освоение информационных технологий – мера, скорее вынужденная. С введением противоэпидемиологического режима лечебный процесс переведен в выездной режим. Оказание амбулаторной помощи на дому не всегда возможно в полном объеме. О сложностях, с которыми сопряжена работа медиков в условиях изоляции, расскажет Татьяна Вахнина. В городской поликлинике перед кабинетом травматолога пациентов нет. В период карантина и изоляции алданцам рекомендовано находиться дома. Но особенных условий для того, чтобы получить вывих, ушиб или перелом, не требуется. И работы врачу и медсестре хватает. Правда, сейчас не медики принимают пациентов, а пациенты медиков у себя дома. Экстренность у нас на первом месте. Все обращаются тоже. По экстренности все работаем, зашиваем, еще больничными тоже на удаленке работаем, поэтому у нас на карантине тоже работы хватает. Оказание амбулаторной помощи на дому не всегда возможно в полном объеме. Выполнение некоторых диагностических и лечебных процедур возможно только при присутствии пациента в поликлинике. В этих случаях время посещения того или иного специалиста, например, окулиста или рентгенолога, согласовывается с больным предварительно. Операции, конечно, различные удаления инородных тел просто затруднительно производить на дому, поэтому приходится приглашать пациентов в индивидуальном порядке в поликлинику. В период изоляции пациенту не нужно приходить в поликлинику для того, чтобы взять рецепт на жизненно важные лекарства. С врачом можно связаться по телефону, а рецепт в аптеку передадут волонтеры. В целях повышения доступности медицинской помощи сотрудники поликлиники широко практикуют онлайн-консультации. В ближайшее время в поликлинике возобновит работу кабинет медосмотров. Обследования смогут проходить представители так называемых декретированных групп. Это сотрудники жизнеобеспечивающих структур и работники организаций по долгу службы, контактирующие с населением. В Якутске прошел первый этап дезинфекции учреждений. Тотальная санитарная очистка продолжится сегодня и завтра. Это важная мера в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По расчетам специалистов, ежедневная дезинфекция проводится в более чем 8 тысячах многоквартирных домах по всей республике. Роздано 880 литров гипохлорита натрия 5% для города. Также была раздача 500 литров Минтрансу для дезинфекции паромов, а также в центральную группу районов. Всего с марта месяца произведена раздача 12 тысяч литров гипохлорита натрия. Также в эти выходные будет усилена работа по дезинфекции в целом. 3 интернет-сайта, где можно купить поддельные школьные аттестаты и дипломы о среднем и высшем образовании, выявила прокуратура Верхневилюйского района. В нашей стране за изготовление, сбыт и приобретение фальшивых документов предусмотрена уголовная ответственность. Прокуратура Верхневилюйского района направила в суд исковые заявления о признании этой информации запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к ним. Суд рассмотрел и удовлетворил требования прокурора в полном объеме. На практике распространены случаи размещения на различных интернет-сайтах сведений о продаже поддельных документов об образовании, водительских удостоверений и прочих официальных документов.
При этом за подделку официальных документов и их незаконное использование, приобретение или сбыт установлена административная и уголовная ответственность. Поэтому в силу федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, если будет установлено, что на сайте рекламируется продажа запрещенных законом поддельных документов, то данный факт является основанием для признания такой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации по решению суда. Так, сайты, содержащие подобную информацию, блокируются Роскомнадзором на основании судебных решений, вынесенных по административным исковым заявлениям органов прокуратуры. Глава Якутии поздравил выпускников университетского лицея СВФУ с последним звонком. Айсен Николаев выразил уверенность, что ребята успешно сдадут ЕГЭ и пожелал им ничего не бояться, строить грандиозные планы. Также руководитель региона поблагодарил педагогический коллектив специализированного учебно-научного центра СВФУ и родителей за неравнодушное отношение к учебе детей и терпение. Я уверен, что те достижения, которые есть у вашего выпуска, победы во всевозможных олимпиадах, конкурсах по физике, химии, математике, там, с цифровым каким-то технологиям, они, конечно, позволят вам реализоваться и стать успешными специалистами. Конечно же, необычно и то, что в эти ответственные месяцы перед последним звонком вы учились дистанционно, но уверен, что ваше владение цифровыми технологиями позволило вам в этих неординарных условиях получить крепкие, хорошие знания. Уверен, что вы все успешно сдадите единый государственный экзамен, поступите в те вузы, которые выберете. Самое главное, вот в этот оставшийся месяц, хранить свое здоровье, здоровье своих родных и близких. Единственная на северо-востоке России и самая северная в мире. Четвертьвековой юбилей сегодня отмечает Якутская балетная школа имени Аксинии и Натальи Посельских. В колледже учатся не только талантливые дети из разных уголков нашей республики, но и Японии. Воспитанники защищают честь республики и страны на престижных всероссийских и международных конкурсах хореографического искусства, становятся победителями и призерами. 1 июня в Международный день защиты детей в 12:15 на телеканале НВК «Саха» смотрите юбилейный гала-концерт к 25-летию колледжа. Дорогие друзья, поздравляю всех с 25-летним юбилеем нашей якутской, самой северной балетной школы. Эту школу основала моя бабушка, и я этим горжусь. Этот год пролетел незаметно. Также на карантине мы обучались на платформе Zoom по общеобразовательным предметам и специальным дисциплинам. Мы также упорно готовились к основному государственному экзамену, который, к сожалению, отменили. Вчера мы сдали экзамен по классическому танцу также на платформе Zoom, а завтра нас ждет последний звонок для обучающихся и студентов с окончанием успешного учебного года. День Парада Победы 24 июня объявлен в России нерабочим днем. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомню, что из-за пандемии парад в честь 75-летия Победы пришлось перенести на более поздний срок. К слову, состоится и марш бессмертного полка, но позже, 26 июля. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.